79 человек с пневмонией сейчас находятся в больницах Северной Осетии, 4 в реанимации, 2 из них в крайне тяжелом состоянии. Таковы последние данные, озвученные министром здравоохранения республики Владимиром Селивановым. При этом за последние несколько дней летальных исходов не зафиксировано, погибших по-прежнему 5. Среди них женщина, которая умерла от так называемого свиного гриппа. Еще 2 лечатся от вируса. В Роспотребнадзоре делятся осторожным оптимизмом. Судя по всему, эпидемия идет на спад, количество вызовов сокращается. На это влияют и наступившие морозы. При минусовой температуре вирусы не столь активны. Принимаются все необходимые меры для лечения. Мы высвобождаем койки только под ОРВИ, грипп, бронхиты и пневмонии у себя. Получается так, что мы искусственно создали центр, где сконцентрировали практически всех больных. Во-первых, и контроль за ними легче вести, и лечение одно, и чтобы это минимизировать потери наши. В Северной Осетии самый низкий процент потерь в электросетях среди регионов СКФО. Об этом на встрече с премьером Сергеем Токоевым сообщил гендиректор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев. Он подчеркнул, что к республике нет претензий в области электроэнергетики. Платежи в норме, потери в пределах допустимого. Кроме того, по словам специалиста, Северная Осетия демонстрирует самую оптимальную тарифную сбалансированность в округе. На встрече обсудили и дальнейшее сотрудничество. Сейчас акцент делается на консолидации электросетевого комплекса республики. По словам специалиста, на Северном Кавказе состояние сетевого хозяйства не всегда соответствует нормам. Работу по его улучшению будут продолжать. Непростое экономическое положение, многие планы, многие инвест-программы пересматриваются в разных отраслях. Конечно же, это не может не коснуться и нас. Но тем не менее мы максимально из того, что сейчас, из тех возможностей, которые мы сейчас имеем, максимально стараемся поддерживать надежность, развивать электросетевой комплекс республики. В военной части Владикавказа прошло мероприятие для фронтовиков и военнослужащих. Поздравить с праздником пришли представители Совета ветеранов и мэрии, школьники, а также звезды Остинской эстрады. В этот день почетными грамотами за отличия, проявленные в службе, были награждены военные, а ветеранам вручили памятные подарки. Минутой молчания почтили память погибших в боях. В День защитника Отечества к памятникам, обелискам и мемориальным доскам возложат сотни цветов. Почтить память ушедших придут все войсковые подразделения. Этот праздник последнее время стал и женским тоже, женщин в погонах, но все равно мы воспринимаем его больше, конечно, как праздник мужчин. Для кого-то, наверное, он и является и для женщин тоже праздником. Женщина в армии – это она все равно остается женщиной, ничего не меняется. Просто, соответственно, работа, конечно, немножко иная, чем у женщин за пределами воинской части, чем у женщин гражданского, допустим, персонала какого-то. Сотрудниками дорожно-патрульной службы совместно с батальоном по обслуживанию автодорог была организована встреча по подготовке к ежегодной патриотической акции «Неделя мужества». Такие мероприятия накануне знаменательного для всей страны праздника Дня защитника Отечества проходят ежегодно. Встречу 2 батальонов открыл капитан полиции, командир батальона по обслуживанию ФАТ Эдуард Чельдиев. В ходе беседы сотрудники ДПС вспоминали воинов-интернационалистов и павших героев-афганцев. Нередко сотрудники милиции ценой собственной жизни спасали мирных граждан. В каждом населенном пункте Осетии по сей день помнят и чтят героев, мужественно отдавших свои жизни ради защиты Отечества. И огромную лепту в общую победу внесли сотрудники правоохранительных органов. Когда сутками люди не досыпали, не доедали, когда люди в погонах, в форме обеспечивали безопасность граждан, чтобы своевременно доставляли на фронт и еду, и пищу, и обмундирование, и боевую технику, в том числе тяжелую, когда люди в погоне делали все возможное, чтобы не было, как сегодня, ни пробок, ничего, чтобы своевременно все поставлялось. Многие сегодня не оценивают эту роль, эту помощь правоохранительной системы. Но поверьте, это был не только второй фронт, это была вторая армия.
20-я отчетно-выборная конференция профсоюза работников лесных отраслей прошла в Северной Осетии. На встречу съехалось около 100 делегатов со всей республики. Специалисты подвели итоги работы за последние 5 лет. Все это время ревизионная комиссия профсоюза уделяла повышенное внимание охране труда на предприятиях отрасли, а также соблюдению трудового законодательства. Также профсоюз не допустил социальной напряженности при сокращении штата на древесных фабриках. Выступившие в прениях работодатели, представители органов власти и председатели первичных профорганизаций положительно отметили работу комитета за отчетный период. Во Владикавказе отметили Масленицу. Специалисты Центра социального обслуживания населения Правобережного района поздравили граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями. Праздничные гуляния развернулись на улице. Игры и пляски сопровождались веселыми песнями в исполнении хора казачьей песни Дворца культуры «Металлург». Ведущие рассказали об истории и традициях празднования Масленицы. Много интересного узнали зрители о древних обычаях. Не обошлось празднование Масленицы без главного атрибута – чучела. Его дружно сожгли на костре. В огонь дали белые платки и желали друг другу, чтобы сгорело все плохое. После веселых гуляний всех собравшихся по традиции пригласили к праздничному столу отведать блинов. Главное пожелание мое, чтобы войны не было. Самое-самое главное. Потом, естественно, здоровья всем желаю. Побольше радости, побольше бараночек, блинов в каждый дом.